Если бы я птицей стала в небе родном, с ветром споря, который волнует море, чайкой бы я летала. Если бы я ветром стала, над Чатырдагом уж точно летала бы днем и ночью, и вряд ли бы я устала. Первое место в моей жизни занимает, конечно же, поэзия. Во-первых, с этого всего начинала, скажем так. Я поступила в вуз в этом направлении, то есть на крымско-татарско-английский, скажем так, благодаря поэзии. До этого я мечтала стать юристом, но этому, видимо, все-таки не суждено было случиться. Чему в основном посвящены твои стихотворения? Сколько вот уходит времени, возможно? Потому что про вдохновение, да, оно такое пришло, ушло, можно сказать, мгновенное какое-то такое чувство. А вот если вот прям сесть, сразу заканчиваешь какое-то стихотворение, либо вот нужно время отложить, а потом обратно вернуться? Это всегда происходит по-разному. Иногда бывает, что стихотворение я, например, напишу пару строчек, да, вот вдохновилась, написала пару строчек, дальше вот что-то не пошло. Думаю, ну ладно, отложу, потом допишу, да. Иногда бывает даже, что я вообще забываю про то, что я когда-то начинала это стихотворение, могу через год даже увидеть, да, вот, надо же, неужели я написала, и начинаю что-то дописывать. Иногда это бывает сразу. За последние 10 лет для меня все же самым значимой, самой важной победой считается это, конечно же, гран-при в международном литературно-музыкальном фестивале «Интеллигентный сезон» 2021 год. Она действительно заслуженно получила эту награду. Она стала лауреатом в номинации «Малая проза» на крымско-татарском языке. Она стала лауреатом в номинации «Поэзия» на крымско-татарском языке. Более того, она настолько активна, что она приняла участие и в номинации «Поэзия» на русском языке, и это, в общем-то, уже привлекло к ней внимание. Очень благодарна, конечно, организаторам этого конкурса, что благодаря им у меня появилась возможность себя проявить, да, вот как бы в новом, скажем, таком свете, в новом амплуа. Я считаю, что в принципе я себя нашла в творчестве не только вот в поэзии, да, но и в своей работе. Почему? Потому что все-таки то, что чем я занимаюсь, моя программа, мой проект, да, он, наверное, я и не ошиблюсь, если скажу, что это самый творческий проект все-таки на канале, да, не просто я рассказываю о наследии крымских татар, да, о нашей истории, культуре, языке, литературе, традициях, да. Здесь я могу себя проявить даже как поэт. Я общаюсь с творческими людьми. Это художники, это поэты, это писатели, это искусствоведы, да? Они тоже творческие, они, вот даже когда задаешь им вопрос, чем вы вдохновляетесь, да, вот как появляется ваша работа, и ты понимаешь, насколько ты с ними похож. Так, мне нужно от тебя 40 секунд, боковая планка, спинка прямая, поднимаемся, стоим, держимся. После творческой деятельности, иногда или после рабочей недели, хочется немного разгрузиться, да, не просто умственно, но и физически. В этом, конечно, больше всего помогает физическая нагрузка, спорт и тренажерный зал. И, как видите, вот в такой яркой, живой обстановке проходит сама эта разгрузка. Милет для меня не просто работа, это прежде всего мой народ, в самом прямом смысле этого слова. Все, что я делаю, все мои выпуски, все мои, так скажем, изучения нашей культуры, истории, традиций, все, что я хочу проявить, показать в своей программе, это все делается для народа. И я рада, что вот уже на протяжении года, как вышла моя программа, я могу себя проявить не просто как журналист, ведущая, да, но и как творческий человек. В рубрике «Милет и его команда» почти год. За это время мы открыли завесу тайн специфики работы представителей самых разных профессий, которые объединяет одна цель – создание качественного телевизионного контента. Жизнь за кадром оказалась не менее интересной для наших зрителей. В этих сюжетах есть то, что не всегда можно узнать в выпусках новостей или в рамках передач. Рассказывая о себе, мы хотим быть еще ближе к вам. Милет и Чон.